Сегодня второй и заключительный день работы съезда «Единой России». Делегатам предстоит переизбрать руководителей ключевых органов, которые будут отвечать за результаты партийной деятельности и контролировать выполнение наказов избирателей. С нами вновь на прямой связи Алексей Конопко. Алексей, приветствую вас. Кто из действующих руководителей вероятнее всего сохранит свой пост? Здравствуйте еще раз. Действительно, сегодня нас ждут самые крупные кадровые перемены в «Единой России» за последние 5 лет. Предыдущий отчетно-выборный съезд был в 2012-м. И именно тогда Дмитрий Медведев занял пост руководителя партии. Сегодня его, или, может быть, кого-то другого, вновь изберут на этот пост. Но надо сказать, что все-таки относительно позиции председателя никаких сенсаций здесь не ждут. Скорее всего, свои посты сохранят и председатели Генерального и Высшего Совета. Генеральный Совет – это главный руководящий орган партии. Сам он может обновиться достаточно серьезно, больше, чем на 50%. И войдут в него, скорее всего, секретари региональных, местных ячеек партии, которые хорошо показали себя в предвыборную кампанию. А вот в Высший Совет могут войти не только члены партии. Туда, в частности, входят и губернаторы. И как раз туда могут попасть сейчас те руководители субъектов, которые также обеспечили в сентябре «Единой России» хороший результат. Но сюда главы регионов съехались не только для того, чтобы поучаствовать в выборах, ведь партийные программы касаются в первую очередь именно регионов, развиваются они на местах, и, конечно, у каждого губернатора, у каждого главы региона свои предложения и свои приоритеты. Мы реализуем ряд проектов спортивных, в том числе бассейны, 500 бассейнов проект, благодаря которому уже 2 бассейна, один уже сдали, второй в этом году сдаем. Реализуем ряд проектов по дворовому спорту, в том числе дворовые площадки, детские спортивные площадки. И сегодня делаем упор на медицинский кластер, в том числе партийный проект. И сегодня уже будем смотреть и участвовать в проектах, которые больше делают упор на поддержку социалки в республике. Нам это очень важно, поэтому на социальные проекты будем делать упор. Вообще же обсуждали здесь в день первый, буквально все. От аграрной политики, безопасности государства до здоровья детей и взаимодействия с гражданским обществом. Больше 3000 человек, больше 3 часов обсуждали 7 глобальных тем. В каждой есть свои инициативы, но говорят здесь еще и о том, что мероприятия хоть и внутрипартийные, но важны они действительно для всей страны. И не только потому, что это крупнейшая политическая сила, которая больше всех и может повлиять на жизнь каждого избирателя, но еще и потому, что предвыборная программа, которая стала основой для сегодняшнего обсуждения, прорабатывалась и, в общем-то, придумывалась как раз во взаимодействии с обычными гражданами. Рождаются новые актуальные изменения, которые вот сейчас мы обсуждаем в Государственной Думе. В частности, на уходящей неделе мы на комитете одобрили запрет субаренды лесных участков, введение конкурсов для лесопереработчиков. Это все эти инициативы, которые поднялись снизу, из регионов, над которыми работали общественники, и которые подхватила партия «Единая Россия». Все эти инициативы представят председателю партии Дмитрию Медведеву. Мы ждем здесь его уже в ближайшее время. Коллеги. Алексей, спасибо. О работе второго дня съезда «Единой России» в Москве наш корреспондент Алексей Конопко.